Всем доброго дня! 125 лет назад родился выдающийся писатель Мухтар Ауэзов. Родился 28 сентября 1897 года в предгорьях Чингистау, ныне Абайский район Абайской области. Мухтар рано лишился родителей. Отец умер в 1900 году, а мать в 1912 году. Он воспитывался у дяди Касымбека. Ауэзов играл за первую в городе Семей футбольную команду «Жарас». В 1917 году была поставлена первая написанная Мухтаром Ауэзовым пьеса «Еңлік Кебек». В 1918 году он вместе с Жусупбеком Аймаутовым издавал в Семее журнал «Абай». В 1920 году Мухтар Ауэзов вступил в партию большевиков. Осенью 1922 года за проявление национализма Ауэзов был исключен из партии большевиков. Весной 1923 года Мухтар Ауэзов принимал участие в научной комиссии в Чингисскую волость для сбора и приемки сохранившейся рукописи переводов работ Дрейпера, Льюиса, Пенсера и оригинальных трудов Абая, философских заметок и стихов. Спутниками Ауэзова были бывшие известные алашардинцы Халел Досмухамед-Улы и Махжан Жумабай. Впоследствии это сотрудничество послужило поводом для обвинения Ауэзова. В 1930 году Ауэзов был арестован по обвинению в связи с организацией молодых писателей «Алка», и он провел 2,5 года в заключении. Выйдя на свободу, Ауэзов преподавал в вузах Алматы, продолжая писать пьесы. В 1933 году Ауэзов выпустил первое полное собрание стихов Абая «Абай Кунанбай-Улы Толық Жинақ» на латинице. Готовил первое научное собрание произведений Абая. Какое-то время жил в Москве, но с началом войны Ауэзов вернулся в Казахстан, работал в Институте языка, литературы и истории КАЗ ФАН СССР, а чуть позже работал в Казахском научном исследовательском институте культуры. В 1942 году выпустил первую книгу романа «Абай», а в 1945 году, в год столетия Абая, Ауэзов написал либретто оперы «Абай», сценарий художественного кинофильма «Песни Абая» и несколько статей о нем. В Москве вышла первая книга «Абай». На следующий год он стал доктором филологических наук, профессором, академиком АН Казахской ССР. В 1947 году вышло постановление ЦК Компартии Казахстана о грубых политических ошибках в работе Института языка и литературы АН КАЗ СССР. Писателя стали постоянно преследовать. В 1952 году вышли в свет первая книга «Путь Абая» на казахском языке, и в том же году на страницах «Правды» вновь было выдвинуто обвинение в недостатке гражданской бдительности у Ауэзова. Профессор, академик Ауэзов был уволен за буржуазно-националистические ошибки из университета. Он вновь вынужден во избежание ареста скрытно уехать в Москву. В 1954 году в Москве он завершил тетралогию «Путь Абая» и выпустил с докладом о творчестве Абая на торжественном собрании в колонном зале Дома Союзов. Творчество Ауэзова сыграло исключительную роль в развитии казахской драматургии. Пьесы «Еңлік Кебек», «Бәйбіше Тоқал», «Түнгі Саран», «Абай», «Қара Қыпшақ Қобланды» и другие ввели казахскую драматургию в мировой уровень. Летом 1961 года уехал в Москву на лечение. 27 июня 1961 года умер во время операции.
похоронен в Алма-Аты. Если вам понравилось данное видео, поделитесь, пожалуйста, с друзьями. А также прошу вас поддержать наш канал своей подпиской и оставить комментарии, что вы думаете по поводу этого видео. До новых встреч, друзья! Всем желаю крепкого здоровья и удачи. Всем пока!